Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим мясной пирог, тесто дрожжевое. И что и как буду готовить, будет снимать Сережа. Ой, я с удовольствием. Я с удовольствием. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Да, у нас сегодня в планах у Маши испечь такой мясной пирог а-ля пицца. Пирог а-ля пицца. Вот. Здесь у меня 170 грамм теплого молока. Сюда, значит, чайную ложку сахара и 5 грамм сухих дрожжей. Все это размешаю и потом поставлю в сторонку, чтобы дрожжи заработали. Это потом поставлю в сторонку. Ну, буквально минут на 5, на 10, как там, увидим шапочку, все, будем дальше месить тесто. Тесто у нас, как сказала Маша, дрожжевое. Пирог этот очень вкусный, мы часто его печем. Ну, как говорится, пицца такая, пицца-пирог. Ну, больше все-таки, наверное, этот пирог, потому что дрожжевое тесто, начинка там, все это такое. Вот. Все. Убираю в сторонку теплое место. А у нас теплое место это предпечье. Дрожжи заработали. Шапочка такая появилась. И Маша начинает месить тесто. Что же мы сюда положим? Ну, собственно говоря, что уже и было. Там вот в этой в опаре, или как сказать, я даже не знаю, как правильно сказать. Так, дальше сюда я добавляю растительное масло. 2 столовые ложки. И сюда же добавляем соль. Соль, чайная ложка. Ну, не полная чайная ложка. Так, это все сейчас немножко перемешаю. И кладем сюда муку. Мука у меня здесь 250 грамм. Посмотрим уже, сколько потом там понадобится. Побольше, поменьше. Делаем, друзья, тесто для нашего пирога. Вот. Всю эту муку будем добавлять постепенно, по чуть-чуть. Тесто размешали, сделали. Немножко липнет к рукам, так слегка. И опять на лежанку в печке. Печка теплая, там самое то будет. Через час, думаю, тесто у нас поднимется. Все, тесто закрыли. Ну а мы сейчас быстренько приготовим начинку для нашего пирога. Это будут, во-первых, это будет фарш. Фарш где-то у нас здесь 700 граммов. Ну посмотрим там, останется, не останется. Если останется, там можно будет котлетку быстренько залепить. Да ведь, Маша? Так, но котлетка будет уже с помидором, потому что фарш идет у нас помидоры. Томаты такие пойдут. Ну, одной помидоринки, думаю, для нас достаточно. Помидоры, друзья, уже в миске. И вот сюда пойдет паприка. Сладкий перец такой сушеный. Свежего нету. Перец обычный. Молотый. Ну и соль, друзья. Соль по вкусу. И все это дело благополучно надо перемешать. И будет у нас начинка суперская. Ну, еще будет добавок еще другая такая прослойка начинки.
А у нас, видите, картошка. Сюда еще идет лук. Да, ой, точно видите. Лук обжарили. Вот. И этот лук еще вместе с луком. Обжаренный лук, потому что обжаренный, да. Вкус дает уже. Можете жарить на сливочном масле, можете просто на растительном масле, потому что когда обжариваешь, вся горечь с лука уходит. Вообще лук не горький. Вот так. Ну и практически вот эта основная начинка уже готова для нашего пирога, для нашей пирога, пиццы, так сказать. Посмотрим, что получится. Сейчас картошку порежем на вот эти маленькие слайки такие, слайдики, на чипсы. Очень, очень тоненько. Очень тоненько нужно, потому что это чтобы приготовилось это все. Успелось приготовиться картошка. Тут ведь как? Тут интересно такое замечание, да, ведь у нас с Машей есть. То, что мясо-то успевает приготовиться, а картошка не успевает, да? Вот такая проблема с пирогами с картошкой. Вот эти курники, это все. Там дольше готовится картошка. Я не знаю, в чем причина. Вроде бы мясо должно готовиться дольше, чем картошка. Ну, не так. Не так и все. Поэтому здесь очень тоненько нарезаем вот такие слайдики, так сказать. Благо вот эта терка очень, доска такая, очень хорошо делает вот такие ровненькие, все в одну толщину. Ножом так все равно ровненько не получится, давай. Нет, конечно. Вот. Ну а теперь сюда. Рассказывай, Маша. Мой язык пускай отдохнет немножко. У меня здесь куркума. Мы, как всегда, в картошку добавляем куркуму. Это определенный вкус. И смотрите, какой приятный цвет, да? Цвет такой еще. Так. И немножко соль сюда же. И еще добавляю масло растительное, чтобы картошка не была сухая. Добавили перец. Так, еще куркуму добавим немножечко, чтобы у нас все перемешалось. Все размешали. Такой красивый цвет получился у картошки. Желтенький. Так, это все готово. Здесь начинка готова. И мясо, и картошка. А сейчас возьмемся за тесто. Тесто у нас постояло, друзья. Ну, поднялось. Сколько поднялось, столько и поднялось. Так, Маша принесла тесто. Ну, как не поднялось? Поднялось. Довольно-таки еще и нормально поднялось. Сейчас будем работать. И шипит даже, да? Шипит. Все нормально. Наше тестушко для нашего пирога. Такое. Лоузимо. Да. Дышит. Но у нас в Коме есть такое выражение, что тесто, не споловжимо, то есть тесто ожило. Да, прямо мойки. То есть, если дословно перевести, да, ожило. Раскатываем тесто. Такой круг. Ну, насколько позволит, примерно там толщиной миллиметров 3, думаю, достаточно будет. 3 или 4, вот так. И чтобы на противень еще Маша влезла, да ведь? Учитывать наш еще размеры противня. У нас там противень-то. Это у духовки противень не очень такой и большой. С тестом нормально, я смотрю, работается, да? Да, все хорошо. Все. Ну а теперь этот круг надо переложить на бумагу. Оформлять пирог будем, да?
Оформлять, ты слово-то нашел. Оформлять пирог. Займемся делом. Так, А сейчас до этого мы бездельничали, конечно. Да. Это я бездельничал. Вообще. вдоль теста вот по кругу будем класть вот этот фарш вначале. Ну вот так примерно. Вот края у нашего пирога. И вдоль краев Маша выкладывает такой кружок. Ну вот так примерно. Вот так выглядит, пока вот это начало оформления нашего пирога. И сейчас Маша дальше делает, заворачивает этот край. Вот так это все делается, закрывается. Это краешек такой пирога. Так. Нажимаем здесь. Ну, начало, друзья, есть. Смотрите, какая такая шанга типа, да? Края загнули. Внутри краев начинка. Вот. Еще аккуратненько прилепили, чтобы ничего не открылось. Ну и дальше раскладываем основную начинку снова дальше. Поехали. А основная эта начинка у нас фарш, помидоры, лук там жареный. Это все тоже разложим сюда. Такой мясной пирог. Да. Пицца. Пицца, пирог. Сытный, Ой, вкусный. Маша очень это часто делает, очень вкусно это. Кстати, на канале у нас есть такой пирог уже. Где-то в начале нашего пути, где-то у нас мы делали этот пирог, но без картошки. Так ведь? Да. Без картошки. Ну, показывали, вернее. Делали это много раз уже, но мы показывали. Ну, наверное, начинка вот, я бы даже и сказал, что останется все равно. Перебор уже не надо там. Сколько там? На 2 котлетки осталось. Так. Фарш тут, друзья, какой? Фарш у нас тут перемешку куриный, свиной с куриным. Перемешка. Так, сюда потом у нас пойдет картошка в один слой. Да. Картошка, друзья, только в один слой. Не надо 2 слоя, ничего такого, только в один слой. Видите, какие они тоненькие, эти слайдики. И все так кружочками мы разложим. Кубиками, друзья, здесь в этом пироге не пойдет. Надо именно слайдиками. Кубики не успеют приготовиться. Слой картошки уложен, друзья, и смазываем края пирога растительным маслом. Смотрите, как красота уже. На данном этапе уже красота. А теперь, друзья, сыр. Грамм 150. Вот сюда сыра натираем. Я бы сказал, что сыр нужен в достаточном количестве, так сказать. Не жалейте этого сыра. Потом распределите ровненько. Момент такой, что нужно переложить наш пирог на противень. Все нормально. Видите? Еще у нас духовка нагрелась. 220 градусов. Сейчас отправляем в духовку на полчаса, наверное, 30 минут. Ну, посмотрим. Через 20 минут уже будем смотреть там. Присматриваться. Господи, благослови. Давай, Маша. Да. Пускай получится вкусный пирог. И
время подошло. Мы вытаскиваем наш пирог. Ну, где-то 25 минут, наверное, прошло. Может, чуть, может и 30 действительно, но... О, смотрите, друзья. Какая красота. Маша трогает, видите, края, какие они мягкие такие. О. И такой зарумянился. Смотрите, какой красавчик пирог. Сейчас будем перекладывать уже потом и ждать, пока немножко остынет. Так, на горячую уже никакую нельзя пока. Пускай там процесс, друзья, там идет. Там идет процесс еще до готовки внутри. Все горячо, все кипит даже там. Красота, Мария Олеговна. Шедеврально, шедеврально. Ну что, пробуем. Попробуем наш пирог, какой он внутри, какой он на вкус. Ну, не сомневаюсь, конечно, что он вкусный. Как может такая красота, такое солнышко быть невкусным? О, видите, все там испеклось, пропеклось, мясо, помидоры видны. Фарш такой, начинка такая довольно-таки, видите, какая жирная начинка. Фарш с помидорами, со специями и сверху сыр и картошка. Там слой картошки, он тоже пропекся весь. Он даже и как бы меньше даже это самое сыра, да? Сыр растаял. Смотрите, и картошка очень тонюсенькая, она обязательно приготовилась, друзья. Обязательно приготовилась. Вот. Ну и, соответственно, Маша тоже мне режет этот пирог такой. Классный. Я вам, друзья, заранее уже советую этот пирог делать, конечно. Пирог а-ля пицца. Такой. О, замечательный. Видите, как сколько начинки там много. Все замечательно, все пропеклось. И картошка, и все такое. Сейчас Маша еще, чтобы не быть таким, ну, просто на словах, лицо у Маши никогда не обманывает. Если вот, помните, с колбасой там не очень было, она сказала, что ну так себе колбаса. Мясо сочное. Начинка сочная, да? Все приготовилось. Ага. Картошка. Тоже нормально, да? Да. Успела приготовиться, конечно, да? Ну, потому что тоненькие слойки такие. Слайки или слойки, или как правильно. Ну, такие ломтики. Тоненькие. Вкусно. О, Маша сказала вкусно. И еще знак качества у нас какой? Ческай. Ческит. Да, ческит. Я верю, Маша. Сейчас я тоже укушу свой кусочек. Маша, с чаем. Я пока чай не налил, друзья, но ну, смотрите, какая. Ну, это. Как же это не. Это. Вот этот. Если этот навернуть, там действительно там очень много ведь начинки. Очень много. Сочные начинки. И картошка, и мясо, и помидоры там, и специи такие. Паприка. Паприка, мы в последнее время очень любим паприку добавлять везде, потому что тоже такой дает определенный вкус. Куркума дает очень вкусный такой, простите за тавтологию, такой очень вкусный вкус. Очень каламбур такой, очень вкусный вкус, да. Ну, действительно. Фарша много, и фарш очень сочный и очень вкусно. Да? Да. Ну, собственно говоря, и как всегда. Как всегда, этот пирог мы, друзья, уже готовим. В ранних видеох наших есть этот пирог, только без картошки. Вы можете тоже посмотреть этот пирог, как мы тогда делали этот пирог. Тоже он красивый и все такое. И после этого мы очень много готовили этого пирога. Пирог пицца, можно так сказать. А сейчас я, друзья, попробую. Маша меня угостит. Я уже не буду. И тесто приготовилось, Машенька, и картошка, и мясо. Супер. Но я скажу, что это сытный. Очень даже сытный. Потому что начинки много, действительно. Фарша много. Еще хочу, Маша, еще хочу. Прям сразу вот еще хочу укусить. Я проглотил уже, друзья. Ну, и
Тесто такое мягкое, да? Мгм. Вообще. Классно, друзья. Классно. Ой. Вот на второй глаз укусил, а потом как закончу, и буду кушать дальше. Это я чавкаю, друзья. Но вкусно. Получилось. Да вообще супер. Вот это пирог. Все. Прочавкался, друзья. Ой, вкусно. Я сейчас тоже, друзья, закончу съемку и налью себе чай. И вот этот кусок доем, и еще один кусок, добавочку тоже отрежу, и я буду сытый вообще. Этот пирог действительно такой сытный. И приправы, а смотри, приправы как чувствуется, слегка так, как будто не перебывает вкус мяса, вообще не перебывает. Отлично, просто великолепно. Ты себе добавляешь тоже, да? Еще добавлю. Я тоже буду с добавкой кушать этот пирог. Это очень вкусно, друзья. На этой вкусной ноте закончим ролик. Но прежде, друзья, хочу вас поздравить, что с завтрашнего дня у нас начинается у православных Масленичная неделя. Всех россиян, православных и россиян, которые живут за границей, которые тоже отмечают эти праздники православные, наши православные праздники, поздравляем с этой Масленичной неделей. Пеките, друзья, блины, угощайтесь сами, угощайте своих родных, детей, внуков и всю вашу семью, гостей. Пускай приходят много гостей к вам. Вот. И пускай эта Масленичная неделя пройдет очень, так сказать, радостно, вкусно, самое главное. Блины пеките с разными начинками. Ну, может быть, даже уже мы блины печь на показ уже не будем, потому что у нас уже довольно-таки много блинов есть на канале. Пожалуйста, смотрите там и с творогом, и с икрой, и с рыбой с красной, и с печенкой, и простые блины, и все есть, и тещины блины тоже есть на канале нашем. Пожалуйста, посмотрите, я ссылку оставлю в описании на все эти блины и в закрепленном комментарии. Вот. На этот пирог ссылку тоже оставлю. У нас есть видео, где этот пирог без картошки тоже. Посмотрите, если вам что интересно будет, конечно. Вот. А мы, друзья, в преддверии Масленичной недели испекли вот такой пирог. Пирог пицца, она как солнышко выглядит. Смотрите, какая. Действительно как солнышко, и так и назовем. Пирог пицца солнышко. Вот Машеньки. Маша сама как солнышко. Улыбается, и все у нее вкусно получается. Спасибо тебе, Машенька, за такую очередную вкусняшку. Вот так. От меня 1 000 000 поцелуев, от подписчиков 1 000 000 нравишек. Думаю, не откажут. Всем пока, друзья. До новых рассветов. И пускай они всегда будут добрыми и вкусными. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ой, друзья, меня ждет чай, и меня ждет этот пирог с добавкой. И мы будем дальше уплетать.